У нас есть синхронный перевод, рабочие языки английский и русский. В зависимости от того, какой язык вы предпочитаете, пожалуйста, выберите соответствующий канал, нажав на кнопку перевода в приложении Zoom. Мы начнем выступление наших докладчиков после моего краткого введения. И также в перерывах между выступлениями мы будем смотреть 10-минутный ролик документального фильма. Потом будет возможность обсуждения, вопросы и ответы. И также я бы хотела отметить, что наша встреча транслируется в прямом эфире на Facebook на страничке Крымско-татарского ресурсного центра. Это то, что касается организационных вопросов. Уважаемые превосходительства, представители коренных народов, коллеги и друзья, я рад открыть это параллельное мероприятие 20-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, посвященной ситуации и проблемам, с которыми сталкиваются крымские татары, коренные народы Украины и другие коренные народы Украины в условиях незаконной и аморальной оккупации со стороны Российской Федерации. Прежде чем я предоставлю слово нашим уважаемым участникам дискуссии, позвольте мне затронуть исторический контекст сегодняшнего параллельного мероприятия. Я хотел бы подчеркнуть, что крымские татары участвовали в системе ООН на протяжении десятилетий, даже до того, как был учрежден постоянный форум. Например, крымские татары через свой представительный орган Меджлис крымско-татарского народа вносили вклад в рабочую группу по коренным народам, предшественницу экспертного механизма по правам коренных народов в 90-х годах, и участвовали в работе ООН, в том числе в форуме вплоть до судьбоносных событий 2014 года. Тогда крымские татары боролись за признание их коренным народом со всеми соответствующими правами со стороны украинского государства. Это была трудная и тяжелая борьба, потому что до 2014 года Украина, как и Российская Федерация, воздерживались от поддержки декларации ООН о правах коренных народов. Украина также не признавала крымских татар или любую другую группу своим коренным народом. Ситуация изменилась в мгновение ока в марте 2014 года, когда в результате оккупации Крыма Российская Федерация, Украина, во-первых, признала крымских татар, а также крымчаков и караимов, как коренных народов Украины, и, во-вторых, наконец подписала Декларацию ООН о правах коренных народов. Я хорошо помню момент в мае 2014 года, в Нью-Йорке, когда вице-посол Украины в ООН зачитал перед сотнями делегатов постоянного форума ООН по вопросам коренных народов письмо, адресованное тогдашнему генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, в котором говорилось о подписании Декларации о правах коренных народов. Это был важный этап для Украины, крымских татар и мирового сообщества коренных народов. Это создало предпосылку для нового типа отношений между крымскими татарами и украинским государством, но также возложила на Украину ответственность за начало реализации декларации внутри страны в очень сложной политической и национальной обстановке. Кое-что сделано, но многое еще предстоит сделать. Одним из результатов долгожданного политического поворота Украины в 2014 году является то, что с тех пор крымские татары и украинское государство работали в партнерстве как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе в рамках постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, а сегодня за одним виртуальным столом выступают посол Украины в ООН, председатель Меджлиса и заместитель министра иностранных дел Украины, представительница коренного народа. И всего 8 лет назад это было бы немыслимо, и за это я хочу поздравить Украину и лидеров крымских татар.
Во время своего первого публичного выступления на пленарном заседании постоянного форума в 2014 году я сказал, что ситуация с крымскими татарами в результате российской оккупации Крыма является наиболее важной и острой проблемой, с которой сталкиваются интеллектуалы социально-культурного региона под названием Восточная Европа, Российская Федерация, Средняя Азия и Закавказье. Я считаю, что это верно и сегодня, 7 лет спустя. Из последующих докладов вы поймете, почему это так. ООН, ее государства-члены и мировое сообщество коренных народов должны сыграть важную роль в решении этой проблемы, чтобы помочь крымским татарам в конечном итоге защитить свои права на своей исторической родине. Вот почему такие события, как сегодня, важны. Я надеюсь, что сегодня голос крымских татар, украинского государства и их сторонников будет громко и ясно услышан, и что круг людей, организаций, государств, которые поддерживают крымских татар в их историческом поиске, так же, как и Украину, в результате расширится и углубится. После краткого вступления я бы хотел дать слово нашему первому докладчику, его превосходительству Сергею Кислице, чрезвычайному и полномочному послу и постоянному представителю Украины при ООН. Слово вам. Спасибо. Доброе утро, добрый день всем, в зависимости от того, где вы находитесь. Я бы хотел поблагодарить первого заместителя министра иностранных дел именно Джипар, которая поддержала это важное мероприятие. Я бы также хотел поблагодарить Меджлис, крымско-татарского народа и Крымско-татарский ресурсный центр за организацию этого параллельного мероприятия. К сожалению, мы не можем собираться лицом к лицу в штаб-квартире ООН, но в этом году мы смогли перезапустить деятельность форума хотя бы в формате онлайн, что дает нам возможность общаться с делегатами различных стран, представителями коренных народов. Я с нетерпением жду, когда возобновится в полном объеме работа в штаб-квартире ИОН, чтобы представители всех коренных народов смогли прибыть в Нью-Йорк. Хорошо известно, что наши страны полностью соблюдают права, фундаментальные права человека, в частности, права, предусмотренные Декларацией ООН о правах коренных народов. Это происходит в ситуации агрессии со стороны Российской Федерации, оккупации Крыма и частичной оккупации Луганской и Донецких областей Украины. И наша цель, чтобы коренные народы смогли полностью пользоваться всеми своими правами, которые связаны с их религией, культурой, традициями и самоидентификацией. Об этом говорится во всех резолюциях Генеральной Ассамблеи касательно соблюдения прав человека в Крыму и также в отчете Генерального секретаря и других документах. Постоянно подчеркивается, что с начала временной оккупации Крыма Российской Федерации права людей в Крыму нарушаются. Крымские татары и другие коренные народы страдают от оккупационной власти. И мы все обеспокоены ухудшением ситуации с нарушением прав человека в Крыму. Для нас очень важен момент сохранения культурной идентичности крымских татар, как отражено в соответствующих резолюциях. Очень важно, что отчеты генерального секретаря подготовились в соответствии с этими резолюциями. Также то, что касается ограничений украинских граждан, включая крымских татар, и также соблюдения их прав, включая культурные права, а также возможность получать образование как на украинском, так и на крымско-татарском языках.
Мы будем продолжать поднимать вопрос коренных народов в повестке дня ООН. Конечно же, это касается устранения незаконного запрета деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Уважаемые участники, я надеюсь на очень плодотворное обсуждение сегодня. И сейчас я бы хотел передать слово мисс Эмине Джипарова. Thank you, Ambassador Спасибо. Kostentya. Большое спасибо. So let me start also by Уважаемый thanking посол all Кислица, of и я you бы также for хотела taking начать, this very поблагодарив вас important всех за то, for что вы those that are принимаете already участие в behind этом this topic важном who already мероприятии, в частности, for нашего his personal модератора, efforts господина Оливера in Лода, pushing this voice за for the его movements of личную Asian работу indigenous по people продвижению not данного only in дискурса, который Ukraine but also касается worldwide, and especially having in mind коренных народов не только в experience we Украине, have но и with по recent всему миру. joint efforts in terms of promoting И, both конечно же, diplomacy нужно efforts but having помнить о dialogue наших усилиях по продвижению дипломатии, в and том числе крымских this is татар. also a И great я думаю, contribution что because это things действительно are был right очень because важный change of the вклад policy в of изменение Ukraine нарратива, is not only политики economic Украины в отношении efforts коренных народов, but включая крымских татар, also караимов и recently крымчаков. we И как говорил brought уже together господин Оливер, launched the online discussion where we have мы все highlighted принимаем участие в selected cases across онлайн-дискуссии. unimaginable И difficulties раньше, до 2014 года, было тяжело представить, что представитель крымских татар будет первым заместителем министра иностранных дел Украины. И мы собираемся продолжать нашу работу в этом направлении для того, чтобы защищать права коренных народов и внедрять соответствующую политику для того, чтобы защитить права коренных народов. Уважаемые дамы и господа, я бы также хотела поблагодарить членов Меджлиса крымско-татарского народа и Крымско-татарский ресурсный центр за организацию такой важной дискуссии. И также хотела бы поблагодарить Сергея Кислицу, постоянного представителя Украины при ООН и постоянной миссии Украины при ООН. Я бы хотела сообщить о том, что в этом году мы уделяем внимание цели устойчивого развития 16 и изучаем ситуацию в отношении того, как агрессия Российской Федерации в Украине с 2014 года влияет на коренные народы. И с 2014 года Крым стал той территорией, где больше всего нарушаются права, включая права коренных народов. Россия использует свой закон о недопущении экстремизма для того, чтобы запретить деятельность представительного органа крымско-татарского народа Меджлиса. Россия не дает и не соблюдает право крымских татар использовать свои территории, изучают демографическую ситуацию в Крыму, также негативно влияет на культурное наследие, и все это влияет на существование коренного народа на территории Крыма. И, конечно же, это не может оставаться незамеченным международным сообществом, и об этом говорят декларации ООН, десятки документов различных стран, также отчеты и другие документы, как организаций ООН, так и общественных организаций, которые говорят о постоянном нарушении прав человека со стороны оккупационной власти Российской Федерации. Объединяя усилия на международном уровне, Украина предложила Крымскую платформу как платформу, которая будет запущена 21 августа в Киеве для того, чтобы стать международным гибким форматом, для того, чтобы продолжить работу по деоккупации Крыма, объединяя международные усилия и также межгосударственные, межгосударственных и парламентских экспертов. И я надеюсь, что представители крымско-татарского народа также смогут действовать в рамках данной платформы. Данный механизм будет уделять внимание
мониторингу ситуации с нарушением прав человека на полуострове, защитой жертв, на- жертв, ставших объектами нарушений прав человека, и также защищать сообщество коренных народов в Крыму. Украина приглашает все заинтересованные стороны принять участие в этой крымской платформе для достижения ее целей. Особенно тех, кто действительно выступает против политики Российской Федерации, направленной на уничтожение коренных народов в Крыму. И также данная платформа будет выступать как экспертный механизм. И я бы хотела также еще раз напомнить о своем приглашении специальному докладчику посетить Украину. Большое спасибо, и я надеюсь на продуктивное обсуждение сегодня. Большое спасибо, госпожа Джипарова, за ваше выступление и за то, что вы напомнили о Крымской платформе и других планах Украины в данном направлении. Сейчас я бы хотел предоставить слово главе Меджлиса крымско-татарского народа, господину Рифату Чубарову. Слово вам. Шановна пані Еміне Джипарова, перший заступник міністра закордонних справ України, шановний пане посол, постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй, пане Сергію Кислиця, шановні члени Меджлісу кримського народу, шановні учасники онлайн-дискусії. Тут я вже буду переходити на російську мову, бо було таке прохання з боку більше ніж 2 десятків учасників, які зараз нас слухають у прямому такому мовленні. Отже, наш сайт-ивент проводится в рамках 20-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов с примечательной повесткой дня «Мир, справедливость и сильные институты. Роль коренных народов в достижении цели 16 в области устойчивого развития». Указание на необходимость и важность сотрудничества государств, членов ООН с коренными народами через их представительные институты в деле разработки и осуществления национальных планов действий, стратегий и других мер для достижения целей Декларации ООН о правах коренных народов проходит красной линией во множестве документов Генеральной Ассамблеи ООН, которые принимались после 13 сентября 2007 года, то есть после, собственно, принятия самой декларации. За отсутствием достаточного времени я обращу ваше внимание лишь на последнюю по времени принятия резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 2020 года, которая так и называется «Права коренных народов». В указанной резолюции вновь указывается на то, что коренные народы должны участвовать в процессе осуществления повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, вносить в него свой вклад и пользоваться его результатами, не подвергаясь дискриминации. А государствам-членам ООН рекомендуется обеспечивать надлежащий учет всех прав коренных народов в процессе осуществления повестки дня на период до 2030 года, в том числе принимая законодательные меры на национальном уровне, направленные на достижение целей Декларации ООН о правах коренных народов.
Я хотел бы обратить ваше внимание на последнюю ремарку. Я ее зачитаю. Это из резолюции ООН, последней по коренным народам, в том числе принимая законодательные меры на национальном уровне, направленные на достижение целей Декларации ООН о правах коренных народов. Разумеется, эта ремарка сохраняет особую актуальность для Украины также. Я очень хочу надеяться, что в ближайшее время, в мае месяце текущего года, у нас, у крымских татар, а также у наших братьев, караимов и крымчаков, которые, безусловно, также есть коренными народами в Украине, они также сформировались в Крыму, у нас будет особый повод для того, чтобы отметить, что наше государство следует этому пожеланию. Мы ожидаем внесения в Верховную Раду Украины проекта закона о коренных народах в Украине. Разумеется, что цель 16 вот в области устойчивого развития является отправной точкой для того, чтобы обеспечить соблюдение многих прав, указанных, провозглашенных в Декларации Организации Объединенных Наций. Я не буду их все перечислять. Разумеется, я буду говорить о признании государствами институтов коренных народов, а также о необходимости соблюдать принцип свободного, предварительного и осознанного согласия, а также права на землю, территорию и ресурсы. Почему мы и выделили цель 16, ну не мы, а практически все коренные народы, как тему 20-й сессии постоянного форума. Теперь мы возвращаемся к ситуации в оккупированном Крыму. Российская оккупация Крыма, и мы об этом недавно отмечали несколько дней назад, выступая в рамках дискуссии на постоянном форуме, российская оккупация является причиной катастрофических последствий для уникальной территории Крымского полуострова и для его коренных народов крымско-татарского, караимского и крымчакского. Здесь говорилось о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Здесь говорилось о том, что для России, которая совершила вооруженную агрессию в отношении Украины, нарушив все нормы международного права, попрание норм международного права в части прав коренных народов, в том числе и право сохранять и укреплять свои особые политические и правовые институты, является не более чем очередной демонстрацией своего пренебрежения к международному праву. И говорить в условиях российской оккупации Крыма о признании Меджлиса крымско-татарского народа как института коренного крымско-татарского народа, разумеется, с точки зрения поведения Москвы не приходится. Я здесь хотел бы особо отметить, что Москва, планируя захват Крыма, просчиталась в своих прогнозах в отношении крымских татар, ожидая от них покорности. Еще более она не ожидала столь высокого уровня международной поддержки крымско-татарского народа, и поэтому запрет деятельности Меджлиса крымско-татарского народа стал частью специальной, тщательно разработанной Москвой операции по дискредитации крымско-татарского народа на международном уровне. Я буду пропускать, и чтобы успеть вложиться в регламент, хочу лишь здесь заметить о том, что, убедившись в невозможности обеспечить лояльность крымских татар ни должностями и обещаниями политических дивидендов, ни шантажом и репрессиями, Москва развернула специальную кампанию с целью формирования в международном общественном мнении образа крымско-татарского народа как потенциально опасного сообщества, тяготеющего к радикальным, экстремистским и террористическим действиям. Соответственно, вся система национального самоуправления коренного крымско-татарского народа,
от меджлиса крымско-татарского народа до региональных и местных меджлисов, включающих в себя более 2500 членов российскими оккупантами, представляется как криминальное сообщество, пытающее дестабилизировать ситуацию на полуострове. Таким образом, Российская Федерация, наряду с совершением ею на территории Крыма в качестве оккупирующей державы множество иных международных преступлений, я не буду также их перечислять, возможно, далее в выступлениях будет об этом говориться, одновременно Российская Федерация грубо попирает нормы международного права в части защиты прав коренных народов. Замечу, что сегодня исполняется ровно 5 лет, как так называемый Верховный суд Республики Крым, Российский оккупационный суд, признал деятельность Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской, а позже, в сентябре 2016 года, и Верховный суд Российской Федерации подтвердил это, разумеется, незаконное решение. И здесь уже было сказано, что решение Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года об отмене запрета на деятельность Меджлиса крымско-татарского народа Российской Федерации не исполнено и по сегодня. Разумеется, я заканчиваю, такое преступное поведение Российской Федерации в отношении оккупированного ею Крыма и его жителей, и особо в отношении коренных народов, должно не только отражаться в резолюциях, за что особое спасибо украинским дипломатам и нашим международным партнерам, должно не только отражаться в резолюциях, которые ежегодно принимаются Генеральной Ассамблеей ООН, но и находить конкретные механизмы для того, чтобы наказать государство, осуществляющее эти преступления, и заставить его, принудить его соблюдать международное право, в том числе в отношении прав коренных народов. Я вас благодарю за внимание. Thank you, Mr. Chubarov, for your very important, Спасибо, господин Чубаров, за ваше очень важное заявление. И особенно за упоминание цели устойчивого развития 16. Конечно же, без справедливости мы не можем говорить о сохранении других прав коренных народов. И, к сожалению, Крым сегодня является негативным примером нарушения прав. И большое спасибо о том, что вы подчеркнули серьезное нарушение международного права и прав людей России на территории Крыма, в частности, запрет деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. И сейчас я бы хотела передать слово господину Эскандеру Бариеву, члену Меджлиса, а также председателю правления Крымско-татарского ресурсного центра. Слово вам. Спасибо большое, господин Оливер. Добрый Thank you very день, much, уважаемые Mr. дамы и Oliver. господа. Good day, dear ladies and gentlemen. Я очень рад и приношу благодарность послам, которые присутствуют здесь, и благодарность странам-членам, которые поддержали резолюцию «Ситуацию с правами человека в Крыму» и российской милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей, принятых в Генеральной Ассамблее ООН в 2020 году. Я также очень рад видеть здесь представителей коренных народов из Америки, Юго-Восточной Азии, за то, что поддержали и участвуют в данном мероприятии. Ну и, конечно же, в данном мероприятии также участвует лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Ну и, конечно же, рад приветствовать заместителя министра Эмине Ханум и полномочного посла пана Сергея Кислица. Россия пытается представить попытку аннексии Крыма как волеизъявление некого крымского народа, которого не существует в природе. Ведется фальшивая пропаганда, что за время оккупации Крыма России не пролилась кровь.
Во время оккупации Крыма России в упор были расстреляны офицеры вооруженных сил Украины, похищены и по-зверски убиты активисты, которые были за свою гражданскую позицию. Оккупация Крыма и акватория Азовского и Черного морей, их милитаризация является доказательством нарастающей угрозы со стороны России не только по отношению к Украине, но и стран Европы и Черноморского бассейна. Вы можете увидеть сейчас на слайдах информацию, о которой я говорю. Только за первый квартал 2021 года Россия провела 11 военных учений на территории полуострова с участием более 3800 военнослужащих и более 600 единиц боевой и специальной техники. А с марта 2021 года Россия нагнетает эскалацию конфликта, перебросив в Крым и границам Украины войска. Концентрация российских сил у границ Украины является рекордной за последние годы. В результате политики геноцида крымско-татарский народ стал меньшинством на своей родине. Проводится активное замещение населения Крыма. Используя репрессии, запугивается коренной народ, который целенаправленно выдавливается за пределы Крыма, как нелояльное к России население. Более 500 тысяч россиян завезены из России в Крым, а около 30 тысяч крымских татар были вынуждены его покинуть. В Крыму заставляют получать российские паспорта, а людей, которые отказываются, лишают права на собственность или депортируют из Крыма. В соответствии с анализом нарушений прав человека в Крыму в 2020 году можно выделить следующие тенденции. Проведение обысков из-за недоносительства, задержание активистов, которые приходят поддержать политзаключенных на так называемые судебные заседания, в том числе по этническому признаку, преследование целых семей, а также жен и матерей политических узников, усиление российского законодательства и применение его в преследованиях коренного народа и украинских граждан, вынесение больших сроков политзаключенных Крыма, массовые случаи неоказания надлежащей медицинской помощи и ухудшение состояния здоровья политзаключенных Крыма в СИЗО и тюрьмах, а также случаи морального давления и физического насилия в отношении задержанных активистов и политзаключенных. Это вы видите на диаграмме, которая представлена. В 2020 году зафиксированы рекордные за последние 4 года показатели по количеству арестов, задержаний, нарушения гражданских свобод и прав человека. При этом отслеживаются четкие тенденции продолжающегося преследования по религиозным, этническим и политическим мотивам. Продолжается нарушение прав на свободу слова, свободу религии и совести, свободу мирных собраний. На данный момент в соответствии с классификацией Крымско-татарского ресурсного центра 230 политических заключенных и преследуемых по уголовным делам за период оккупации Крыма. Из них 158 представителей крымско-татарского народа. 59 осуждены и отбывают срок в колонии на территории России, из них 36 крымские татары. 60 находятся в СИЗО, из них 44 крымские татары. 30 имеют ограничения или испытательный срок, из них 19 это крымские татары. 32 преследуются, из них 26 крымские татары. Это вы видите на диаграмме. 55 погибших за период оккупации Крыма, 25 из них крымские татары. 21 жертва насильственных похищений за период оккупации Крыма, 15 из которых представители крымско-татарского народа. Только за первый квартал 2021 года было этапировано, то есть перевезено из Крыма насильственным путем 33 человека, в отношении которых проводились суды и, соответственно, они оставлены на территории Российской Федерации. То есть, таким образом, мы можем приравнять данные действия к депортации, насильственной депортации, когда граждан Украины, крымских татар насильственно вывозят на территорию другого государства. Действия Российской Федерации являются преступными, политически мотивированными, грубо нарушают международное право. В январе 2021 года российские силовики массово останавливали автомобили,
в направлении к Керченскому мосту. У представителей коренного народа забирали документы и удерживали 120 человек на морозе более 8 часов. Это уже не первый случай, когда оккупанты удерживают людей по этническому признаку. Это прямое нарушение статей 2 и 7 декларации. В соответствии с задачами 16-й цели устойчивого развития предлагаю следующие рекомендации. Первое. Прекратить распространенность всех форм насилия в отношении крымско-татарского народа, караимов и крымчаков. Второе. Положить конец лишению надлежащего родительского ухода в отношении детей через системные аресты их родителей, их отцов. Третье. Обеспечить исполнение 4-й Женевской конвенции на территории оккупированного Крыма для обеспечения верховенства права и равного доступа к правосудию. Четвертое. Прекратить незаконные финансовые потоки и милитаризацию полуострова, активизировать деятельность по обнаружению и возвращению похищенных активистов. Пятое. Обеспечить людей законными, то есть украинскими удостоверениями личности, включая свидетельство о рождении. Шестое. Обеспечить доступ общественности к информации, защитить основные свободы в соответствии с международными соглашениями. И седьмое. Укрепить международное сотрудничество в рамках Крымской платформы по деоккупации Крыма в целях наращивания потенциала на всех уровнях предотвращения насилия и репрессий. Семьи и около 200 детей, политических заключенных и пропавших без вести нуждаются в поддержке. И любая ваша реакция вселяет надежду на освобождение и возвращение их родителей. Мы уверены, что только при активном, совместном противодействии грубому нарушению прав человека в Крыму мы сможем защитить не только коренной народ Крыма, крымских татар и Украину, но и Европу и весь мир. Спасибо за внимание. Thank you, Iskander, for this overview of ongoing. Спасибо, Искандер, за то, что вы рассказали о ситуации в Крыму и нарушении прав человека в Крыму. Это действительно влияет в первую очередь на крымских татар. И сейчас я бы хотела продемонстрировать вам небольшой ролик из документального фильма, который называется «Крым. Обезвоживание». И сейчас я хотела бы попросить продемонстрировать данный видеоролик. On the brink of a disaster, the eco crisis in Crimea. The water that the cow drinks turns into milk. The water that the snake drinks becomes poison, from Buddhist chronicles. International environmentalists are unable to investigate the situation in the Crimean Peninsula. Эксперты по окружающей среде не могут изучить ситуацию в Крыму, потому что они не имеют доступа в Крым. Милитаризация, незаконное строительство, нерациональное использование природных ресурсов приближает природный Армагеддон. Если мы бы забирали эту воду из Кокоски в Чернореченское водохранилище, это бы помогло тоже решить вопрос с там порядка тоже 12 миллионов, мы могли бы перебросить в Симферополь. The crisis may be the first to hit the Belbek Valley in Bakhchisaray region. Кризис может сначала затронуть Бахчисарайский регион. It is planned to build a tunnel through a mountain ridge, which will become an additional air channel. It will have a negative impact on the valley's microclimate. Работы, которые ведутся в этом регионе, негативно влияют на окружающую среду. Водоснабжение домов. Люди здесь жить не смогут. Given the current level of the development of science in the Russian Federation, it is impossible to foresee the consequences for the seismic stability of the region. Тяжело представить, какие последствия деятельность Российской Федерации будут иметь для Крыма. Выделено 3 миллиарда 800 миллионов рублей. Вот это все выделение фантастических средств, оно идет в никуда, поскольку первое осуществляется силами российской армии, и второе, оно осуществляется в первую очередь для самой российской армии, поскольку основная целевая аудитория россиян для срочного закрытия проблемы с водой – это в первую очередь гарнизоны Севастопольской базы. Из того, что Крым превращается потихоньку в мощную военную базу.
Более того, это еще место, куда складирует Россия весь вооруженный непотреб. Все старые крейсера теперь находятся в Севастополе. Но на самом деле все это устаревшее техническое оборудование, все эти технические средства ведения войны очень активно загрязняют окружающую среду. The quarries in Crimea are developed with maximum intensity. This is also influenced by Карьеры работают materials for a large в number of Крыму на construction максимум, projects on что the также This does not разрушает take into account окружающую possible среду. risks. The residents of villages near the Ulyanovsk quarry in Belogorsk region are well aware of the problem of soil subsidence. Жители, которые Dozens of проживают homes have недалеко been от damaged by the Ульяновского карьера, uncontrolled digging of переживают за свою quarries. безопасность. Дует западный ветер. Сейчас большим облаком накроет село Пасечное. Жители села Пасечное под Белогорском жалуются, что от взрывов на карьере по соседству рушатся их дома. Рассказывают люди и об облаках пыли, которые накрывают жилой массив после детонации. Трещины по стене. Как давно она началась? Ну как, взрывы начинаются, так тут вообще грохот такой стоит, что все разрушается. То же самое по Севастополю. Сейчас, когда они там судорожно пытаются извлечь воду из карьера и подать его в систему Севастополя. Какая-то минерализация воды в карьере, где добывали известняк. Скажите мне, пожалуйста. То есть, ну, понятно, что как бы своих солдат, возможно, им не жалко, да, там через 2 года отслужил, потом будет лечить почки до конца жизни. Там еще население есть, как бы гражданские люди, роддома, больницы и так далее. В них, естественно, никто не думает. The ecosystem of the Agarmish mountain range of the old Crimea is under threat. Water springs disappear. The underground Окружающая waters that среда feed Крыма these под springs continue угрозой, hiding. потому This что in turn реки и leads to the водные drying up of источники parts of the постепенно forest. исчезают. На космических Крым снимках явно обезвоживается. видна разница вегетации растений. Вот, к примеру, если вот на этом снимке посмотреть, то здесь вы видите, это в 2020 году и 2014 году. То есть в этом плане вы видите вегетацию, это Кардакский заповедник. Так вот, Кардакский заповедник до 2014 года, он был полностью зеленый. Потому что непосредственно в Кардакском заповеднике сейчас активно проводится застройка под жилье, под какие-то военные объекты и так далее. Нет, конечно. Это видео сняли жители Феодосии на границе Карадакского заповедника. На нем строительная техника работает в непосредственной близости от особо охраняемой природной территории. Догадки о том, что в Коктебеле на территории заповедника в ближайшее время может вырасти коттеджный поселок, не безосновательны. Такие же подобные процессы происходят и на территории заповедников в Ялте, в Алуште, то есть практически по всему южному берегу. The construction of the Tavrida highway from Kerch to Sevastopol is another environmental disaster. Строительство трассы из Строительство Керчи в Севастополь также представляет первый значительную процесс – угрозу. это промывание песка, на который необходимо было большое количество воды. А далее при строительстве Тавриды очень много было уничтожено кустарниковых растений и деревьев. 227 тысяч деревьев и кустарников. Столько вырубили при строительстве трассы Таврида. The construction of the Kerch Bridge significantly affected the flora and Строительство fauna of the Керченского sea. моста также The total влияет на area of экологию oil Крыма. contamination is more than 24 square kilometers. Oil and Больше lubricants 24 spills from квадратных tankers together километров with the sand было mine of загрязнено, Kerch are now destroying the ecosystem of the strait. что уничтожает Поэтому мы, конечно экосистему же, готовим пролива. ряд отчетов в ряд международных организаций для того, чтобы мы могли отреагировать на все эти процессы, потому что уже по нашим предварительным данным, для того, чтобы не восстановить баланс, а для того, чтобы хотя бы восстановить процесс для восстановления баланса, то уже потребуется 50 лет. It is critical to ask for the admission of the UN environmental mission to Crimea. Without appropriate Крым research of не the peninsula, выпускают the миссию region ООН risks facing экспертов major для оценки environmental экологической disaster in the future. ситуации в Крыму. Российская Федерация несет позитивные обязательства как государство, осуществляющее эффективный контроль над Крымом. Это означает, что Российская Федерация обязана принять все возможные действия для того, чтобы обеспечить соблюдение установленных международным правом прав человека в Крыму. То есть, в том случае, если Крыму нужна вода, Российская Федерация должна дать эту воду. Сегодняшняя Россия от Крыма уже все получила. Она получила
пропаганду, идеологию, построила мост, который, как вы знаете, находится уже в достаточно сложной ситуации. Кто недоволен, мы с теми ФСБ разберутся. Ну, а так все нормально. То есть тут мы видим, что на самом деле вот этот комплекс проблем, созданный сегодняшней администрацией в Крыму и в Севастополе, он, первое, естественно, очень негативно влияет на население, на его право на чистую. А с другой стороны, приводит к заселению водных горизонтов в силу артезиан, использованию ее массово, бесконтрольно, и к загрязнению экологии в силу заводов Северного Крыма. И вся вот эта деятельность, она параллельно используется этой администрацией для, ну, скажем так, расхищения средств, измеряемых в десятках и сотнях миллионов долларов. То есть вот такой бизнес на засухе. Какое отношение к этому имеет украинская власть, украинское общество, бог свидетель. Пятилетка первая прошла, я считаю, на мой взгляд, успешно, при том, что есть много нерешенных вопросов, конечно, проблем много, на самом деле основные проблемы, конечно, это доходы граждан, достаточно невысокие на сегодняшний день, а в некоторых случаях катастрофически низкие, ну и, конечно, рост цен, в данном случае, который, к сожалению, то есть стабилизировать не удалось. Русскоязычное население, оно поняло цену, что такое быть человеком, потому что сейчас они там в роли крепостных, что является естественной формой для Российской империи. Не хлебом единым жив человек. Вот это они точно поняли, потому что там, где нет свободы, там не бывает и хлеба. In spring 6 years ago, the international media breaking news was about the 6 Crimean лет назад Now Crimea lives with Russian water, все total militarization, международные chemical СМИ pollution of the air and sea, huge environmental problems. Сейчас у нас Situation with очень water supply большие has become critical. экологические проблемы, нарушение The year экосистемы has been Крыма, the что driest in the приводит last к засухе. 150 years. And the new searching for optimal solutions in the state budget of the Russian Federation has again failed. В Problem российском is not that there бюджете is no water in также не Crimea. предусмотрено The key средства point для is how того, to use чтобы all решить resources in a существующие rational проблемы way. в Крыму. It is still possible to find clean water in Crimea. The Пока only что в question Крыму is еще how можно long найти it will чистую last. воду, но вопрос, сколько еще это продлится. Thank you for watching this clip. This Большое is спасибо, что вы посмотрели с нами этот видеоролик. На самом деле это часть целого документального фильма. Эскандер Бариев был одним из создателей фильма, и я бы хотела, чтобы он сейчас кратко рассказал, о чем данная документальная лента. Эскандер, слово вам. Спасибо, господин Оливер. Я не буду много занимать время, а просто дам информацию, что ссылка на этот фильм, на полную версию сейчас есть в чате. Ее можно увидеть в 3 версиях на английском, украинском и русском языках. Дело в том, что эксперты Крымско-Татарского ресурсного центра подготовили анализ, экспертизу, почему возникает проблема с естественными ресурсами водными в Крыму. И как раз-таки, используя в том числе и контент российский, данную экспертизу мы смогли подтвердить благодаря нашим коллегам из организации МИР и КО. И мы создали фильм на 66 минут, где можно полностью понять с помощью этого фильма, почему возникает проблема с естественными водными ресурсами, с питьевой водой в Крыму. В первую очередь это из-за нерационального использования естественных источников Российской Федерации на территории оккупированного Крыма. И поэтому здесь, конечно же, со своей стороны мы направляли и отчеты спецдокладчикам, и жалобы
в управление Верховного комиссара по правам человека для того, чтобы международное сообщество отреагировало на экоцид, на уничтожение экологии, на уничтожение деревьев, саженцев, зеленых насаждений в Крыму со стороны оккупационной власти. Ну, а сейчас я хочу передать слово дальше нашим спикерам, и как раз на эту тему в том числе будет идти выступление. Спасибо. Thank you. And indeed, our next speaker is... Спасибо. И действительно, наш следующий докладчик Алексей Плотников, доктор наук, эксперт Ассоциации реинтеграции Крыма. Слово вам, Алексей. Спасибо, господин модератор и уважаемые участники сегодняшней панели, наши гости. Благодарю вас за предоставленную возможность выступить сегодня на этом историческом форуме. Я затрону темы, о которых уже говорили некоторые из наших уважаемых докладчиков, которые предоставили исчерпывающую информацию и оценку ситуации с правами коренных народов в Крыму. Я перейду к правовой стороне проблемы и объясню, почему действия Российской Федерации не только противоречат целям развития, в том числе цели развития 16, но и полностью незаконны с точки зрения международного права. Начнем с того, что Российская Федерация и Украина находятся в состоянии вооруженного конфликта в значении международного гуманитарного права, которое является правом, применимым к вооруженным конфликтам. Согласно выводам прокурора Международного уголовного суда, этот вооруженный конфликт начался самое позднее 26 февраля 2014 года. С тех пор Российская Федерация оккупирует неотъемлемую часть Украины, Автономную Республику Крым и город Севастополь, которую я далее буду именовать Крымом. Согласно общепринятому международному праву, Российская Федерация, как оккупирующая держава, несет всю ответственность за благополучие гражданского населения в Крыму. Тот же стандарт применяется в международном праве в области прав человека. Если одно государство по какой-либо причине оккупирует часть территории другого государства, это оккупирующее государство несет ответственность за соблюдение прав человека на оккупированной территории. Несомненно, тот же стандарт должен применяться в формирующемся наборе международных норм, регулирующих права коренных народов. Оккупировав территорию коренных народов, Российская Федерация взяла на себя полную ответственность за обеспечение прав этого народа. Однако Российская Федерация не только не защищает права и интересы коренных народов, но и сама совершает грубые нарушения этих прав. Я не буду сейчас говорить о нарушениях прав отдельных представителей коренных народов, таких как убийства, пытки, насильственные исчезновения. Я сосредоточусь только на коллективных правах коренного народа как единого целого. Конечно, задачи, предусмотренные целью развития 16, строго говоря, не являются обязательными. Однако они отражают обязательные международные документы, участником которых является Российская Федерация. Самое главное, но не только, это Устав ООН, Международный пакт о правах человека 1966 года и Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Давайте посмотрим на задачу 16.6, которая заключается в создании эффективных, подотчетных и прозрачных учреждений на всех уровнях, и на задачу 16.7, которая призвана обеспечить ответственное принятие решений репрезентативными органами на всех уровнях с участием всех слоев общества. Эти цели полностью совпадают с общей статьей 1 Пакта о правах человека 1966 года, согласно которой все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие. Это положение, которое является основополагающим для международного права в области прав человека, предшествует всем другим правам, закрепленным в пактах о правах человека, в настоящее время открыто и дерзко игнорируется оккупирующей державой. Важной особенностью цели развития, включая цель 16,
Это постоянно повторяющиеся требования обеспечить равенство, представительство и инклюзивность. Российская Федерация же в Крыму использует репрессивные и дискриминационные методы. Что касается дискриминации, Российская Федерация является участником Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В соответствии со статьей 5 этой конвенции стороны обязались обеспечить равноправие каждого человека перед законом без какой-либо дискриминации, в том числе в отношении участия в государственных делах на всех уровнях. В той же статье говорится о праве каждого человека на свободу мысли, совести, религии, выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций. Кроме того, в соответствии со статьей 6 той же конвенции, государства-участники обеспечивают каждому человеку, на которого распространяется их юрисдикция, эффективную защиту и средства правовой защиты через компетентный национальный суд. Однако Российская Федерация не обеспечивает это право ни в своих национальных, ни в международных судах. Украина обратилась в суд ООН с иском касательно нарушения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В рамках этого разбирательства суд в 2017 году обязал Российскую Федерацию положить конец дискриминационной практике в отношении крымских татар и украинцев в Крыму, в частности, отменить запрет Меджлиса. Однако это решение остается на бумаге, поскольку Россия открыто игнорирует его, тем самым не только не выполняя своих обязательств в рамках Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, но и подрывая сами основы системы ООН, основанные на принципы мирного урегулирования споров. Уважаемые участники, поскольку времени очень мало, я ограничусь только этими из многих других нарушений, совершенных Россией в Крыму. Мой призыв к вам прост. Нет другого решения, кроме правового, и международное сообщество должно объединиться, чтобы заставить Российскую Федерацию выполнить свои обязательства, положить конец нарушениям прав коренных народов и оккупации Крыма в конечном итоге. Спасибо за ваше внимание. Спасибо, господин Плотников, за информативную презентацию и за то, что вы подчеркнули, что Россия не только нарушает украинское законодательство, но также и международное законодательство, включая конвенции и соглашения, которые она сама же подписала. И также вы указали на конкретные задачи в рамках цели 16, которые Россия нарушает. И сейчас я бы хотела передать слово Сулейману Мамутову, координатору Крымской образовательной платформы QHub, который также является активистом и представляет молодежь Крыма. Спасибо, Оливер, также уважаемые участники, представители коренных народов. Прежде всего, хочу поблагодарить Меджлис крымско-татарского народа, Крымско-татарский ресурсный центр и постоянное представительство Украины при ООН за организацию этого мероприятия. Политика Российской Федерации в оккупированном Крыму оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду на полуострове. Одна из самых больших проблем – это оценка ситуации. Когда мы обсуждаем экологическую ситуацию в Крыму, мы должны помнить об одном. Международные организации и независимые эксперты не имеют доступ в Крым, поскольку мы не можем получить некоторые важные данные, становится сложно точно отследить происходящее и оценить реальный масштаб ущерба. Но даже если мы посмотрим на статистику России после захвата Крыма в 2014 году, мы увидим, что экологическая ситуация вызывает тревогу. Полуостров занимает в экологическом рейтинге особенно низкие позиции по сравнению с международно признанными территориями Российской Федерации. Ущерб окружающей среде, нанесенный безответственной деятельностью российских властей в Крыму, увеличивается в геометрической прогрессии. Наша самая большая проблема заключается в том, что чем дольше длится такая деятельность, тем более необратимым будет ее воздействие на нашу крымскую природу, воздух, воду и почву. После
2014 года в России запущено и реализовано ряд крупных инфраструктурных проектов. Среди них строительство трассы Таврическая, о чем говорилось в ролике, который вы сегодня видели. Надлежащий аудит строительных площадок на предмет воздействия на окружающую среду не проводился. Конечно же, никто не спрашивал представителей коренных народов, соответствует ли строительство их интересам. И, честно говоря, мы и не ожидали, что с нашим мнением будут считаться. Потому что за последние 7 лет в Крыму стратегия в отношении коренного народа полностью лишена правозащитных элементов. Вместо этого мы видим, что действия России в отношении нашего народа направлены на игнорирование, запугивание и ускорение процесса вытеснения. Один из самых печально известных примеров среди множества случаев – запрет на деятельность нашего представительного выборного органа Меджлиса. Более того, почти 5 лет назад Меджлис был назван экстремистской группировкой, о чем уже говорилось предыдущими докладчиками. Этот вопрос был тщательно рассмотрен Международным судом в деле Украина против России. В 2017 году суд постановил, что Россия должна немедленно снять запрет, чтобы крымско-татарский народ мог сохранить свои представительные институты. Но Россия до сих пор не выполнила это решение. Поэтому мы и предполагали, что с нами никто не будет консультироваться, поскольку последний законный орган в Крыму был намеренно объявлен вне закона. Это яркий пример, демонстрирующий, как нарушение коллективных и неотъемлемых прав коренных народов влияет на окружающую среду. В результате отказа в праве на сохранение нашего директивного органа любые способы смягчить пагубное влияние, которое инфраструктурные проекты оказывают на земли коренных народов, стали невозможными. Другой случай касается экологической катастрофы, произошедшей в Армянске на севере Крыма в 2018 году. Нарушение работы завода «Крымский титан» вызвало сильное загрязнение всего региона. Вы, может быть, помните, что 35 лет назад советский режим солгал о Чернобыле, отказываясь признать катастрофу. Точно так же 3 года назад российская оккупационная власть в Крыму пыталась скрыть загрязнение почвы и воздуха в Армянске. Еще один аспект – это гуманитарный. Я думаю, что почти все здесь знают об этой проблеме, а именно нехватка водных ресурсов в Крыму. Международное гуманитарное право однозначно в этом случае. В нем говорится, что оккупирующая держава обязана удовлетворять потребности местного населения. Я бы хотел поблагодарить господина Плотникова, предыдущего докладчика, о том, что он указал на этот факт. Такие потребности включают обеспечение гигиены и стандартов общественного здравоохранения, а также водоснабжение населения, живущего в условиях оккупации. Учитывая проблемы, которые я обозначил, я хотел бы подчеркнуть следующее. Российская Федерация должна предоставить международным организациям, агентствам ООН и независимым экспертам полный и беспрепятственный доступ в Крым и прекратить оккупацию Крыма. Независимая оценка поможет понять масштаб экологических проблем и разработать адекватную реакцию на них. Помимо такого важного вопроса, как мониторинг прав человека, оценка ситуации должна учитывать экологический кризис в Крыму. Оккупирующая держава также должна отменить решение, запрещающее крымско-татарскому народу сохранять и развивать свои признанные представительные институты. Это право, которое гарантируется международным правом, особенно Декларацией о правах коренных народов. И также мы призываем правительство Украины полностью следовать положениям декларации в отношении крымских татар. И вы помните, что в 2014 году Украина присоединилась к декларации ООН о правах коренных народов. Как этого можно достигнуть? Украина должна внести соответствующие изменения в Конституцию и в правовую рамку для того, чтобы обеспечить самоопределение крымских татар как коренного народа в рамках суверенного государства Украины.
Я не ожидаю, что те, кто регулярно нарушают международное право, будут соблюдать права коренных народов. Я ожидаю это от тех, кто заявляет на весь мир, что следует принципам международного права, целостности территории. И мы считаем, что таким образом Украина еще раз подтвердит свое обязательство сохранения, соблюдения международного права. Большое спасибо за ваше внимание. Если у вас есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Спасибо, господин Мамутов. Еще будет возможность задать вопросы. Я бы хотела поблагодарить, что вы осветили экологические проблемы, которые существуют в оккупированном Россией Крыму. И если говорить о тенденциях за последние 7 лет, то одна из самых больших проблем – это также и ухудшение экологической ситуации, это то, что влияет на всех жителей Крыма и также на самом деле всех жителей этой планеты. Но в частности это касается коренных народов и также нарушения их прав. Как уже говорилось, крымские татары не единственный коренной народ Украины. И у нас сегодня есть представители двух других коренных, официально признанных коренных народов. Это крымчаки и караимы. И сначала я бы хотел дать слово господину Вячеславу Ламброзу, который представляет крымчаков. Я надеюсь, что вас переведут в статус выступающего, и мы сможем вас не только услышать, но и увидеть. Слово вам. Добрый день. Я рад приветствовать всех, кто принимает участие в этом заседании. Большое спасибо организаторам. Хотел бы некоторые ремарки внести. Присоединяюсь ко всем словам, которые были сказаны. Это релевантно для каждого коренного народа, в том числе и для крымчаков, и для крымских татар, и для крымских караимов. Хотел бы отдельно еще отметить некоторые штрихи, которые не были здесь отмечены, возможно, из-за недостатка времени. Один из них – это о том, что в условиях оккупации очень сложно жить всем, в том числе молодым, перспективным людям, которые вынуждены выезжать. И, соответственно, те общины, которые остаются на временно оккупированной территории, у них остается меньше потенциала, потому что главный потенциал любой общины – это молодые и сильные люди. Второе, на что бы я хотел обратить внимание, о том, что у крымчаков есть музей истории крымчаков, и, к сожалению, из-за временной оккупации сейчас не могут посещать его неофициальные делегации, и вообще поток людей уменьшился. Это большая трагедия, потому что одной из целей работы крымчакского общества и нашей работы как общины – это популяризация нашей культуры, это сохранение культурного наследия. А в условиях информационного общества очень важно, чтобы те знали. И когда меньше людей те знают, это очень плохо. Потом бы я хотел обратить внимание о том, что с 2020 года крымчакам не продлили аренду единственного молельного дома. Теперь вся религиозная утварь, которая есть у крымчаков, она находится у них, к сожалению, по домам. Общего места для молитв нет. А те исторические калы, исторические здания для молитв у нас были забраны еще советским правительством. Также хотел бы обратить внимание о том, что нам одинаково болит и Чфут-Кале крымских караимов, и Ханский дворец крымских татар, потому что мы все братские народы, нам одинаково болит каждый арест каждого узника оккупанта. И хотел бы обратить внимание, что в Крыму на 10-м километре Феодосийского шоссе есть место захоронения, коллективного захоронения крымчаков. Когда была Вторая мировая война, их расстреливали. И оккупационные власти не обеспечивают сохранность этого места, продолжаются мародерствования там.
и не всегда преступников находят. Также хотел бы присоединиться к тому, что необходимо принятие закона Украины о коренных народов, который бы обеспечил регламентирование правовых отношений в сфере коренных народов для людей, которые выехали из числа коренных народов за пределы Крыма, оставив свой дом. Это очень важная борьба за то, чтобы нас признала наша родина Украина, и за то, чтобы это наша внутренняя борьба для того, чтобы был еще один рычаг освободить нашу общую землю. Спасибо большое. Thank you, Mr. Lombroso. And now I will give the floor. Спасибо, господин Ламброзо. Сейчас я бы хотела передать слово представителю караимов Украины, госпожа Елена Арабаджи. Пожалуйста, включите вашу камеру. Доброго дня. Салам алейкум. Добрый день. Уважаемые официальные лица, представители коренных народов мира, наши кровные братья, крымские татары и крымчаки. Разрешите приветствовать вас от имени караимов. Я представляю здесь спилку караимов Украины и Мелитопольское караимское общество «Джамат». К сожалению, хочу донести до вашего сведения, что крымские караимы – это один из наиболее малочисленных этнических сообществ мира, около 1000 человек сейчас насчитывается, и тенденция такая сохраняется, она становится все меньше и меньше. Я хочу процитировать определение национальной идентичности караимов, которое было принято в 2003 году на нашем съезде, Всенародном съезде караимов. Крымские караимы-тюрки испытывают особые чувства к Крыму как исторической родине, сказано в этом определении. Это действительно так. Наши предки около 8 веков жили в Крыму, и, конечно, оккупация 2014 года Крымского полуострова разрезала по-живому, я бы сказала, прошлась, нарушила связи этнические караимских родов, караимских семей, которые складывались столетиями. И мы не имеем сейчас возможности посещать наши святыни. Вот. Это, как уже говорил наш друг Вячеслав Ламброзо, как Борис Заджув-Кале, Мангуб-Кале, это наши родовые святыни, наши кладбища Балты-Таймес, караимские молитвенные дома, наш духовный центр Кинасы молитвенные находятся в Евпатории. Все это не дает возможность не только посещать наши святыни, вот, а не дает возможность сохранять наше историко-культурное наследие. Вот. Поэтому вопрос, который сегодня рассматривается, является актуальным и для наших братских, кровных таких народов, крымских татар, крымчаков и нас, караимов. Что бы мне еще хотелось сказать, на мой взгляд, очень важно в современных условиях этнополитики Украины, и тут я присоединюсь к предыдущим спикерам, это как можно скорее принять закон о коренных народах. До сих пор у нас нет четкой дефиниции, что такое коренные народы, а в этой ситуации вот такой шаг, об этом говорил же наш президент Зеленский, о необходимости ускорить, он бы, конечно, объединил бы и сделал нашу национальную политику нашей страны прозрачной и понятной. Мелитополь находится 230 километров от Симферополя, 200 километров мы находимся от Донецка, поэтому я бы сказала, мы очень четко и остро на своей шкуре понимаем, что такое вот такая неустойчивость. Я хочу пожелать всем присутствующим добра, здоровья и надеюсь, что коренные народы, братские народы Крыма, крымские татары, караимы, крымчаки дождутся этого закона, и мы будем дальше работать на благо своих этнических сообществ. Спасибо. Thank you, Ms. Arabaji. Спасибо, госпожа Арабаджи. Очень хорошо, что у нас была возможность выслушать представителей караимов и крымчаков. И также спасибо, что вы отметили те шаги, которые может предпринять Украина для улучшения ситуации. Мы закончили официальные выступления.
И мы можем перейти к сессии вопросов и ответов. Это то время, когда те, кто заинтересованы, могут использовать функцию поднятия руки в Zoom, чтобы иметь возможность выступить. И мы бы предложили задать вам короткие вопросы кому-то из участников, либо выступить с коротким комментарием не более 1 минуты, для того, чтобы все желающие смогли выступить. Также я бы хотел предоставить сначала слово заместителю постоянного представителя Польши в ООН, господину Матиусу. Сейчас вы можете получить доступ к микрофону. Меня слышно? Да. Хорошо. Большое спасибо, господин модератор, что предоставили мне слово. Польша действительно обеспокоена ситуацией в Крыму и также в Автономной Республике Крым, но также в городе Севастополь. И мы обеспокоены репрессивной политикой оккупационной власти. Это влияет на культурное наследие крымских татар и также запрещает деятельность представительного органа, как Меджлис, о чем сегодня уже говорили. Политика оккупационной российской власти угрожает культурной идентификации крымских татар и не дает этой этнической группе принимать участие в принятии решений на государственном уровне, как это предусмотрено инструментами ООН, защищающими права коренных народов, которые имеют право принимать участие в культурной, экономической и политической жизни и также укреплять свои институции. Растущее число незаконного перемещения жителей Крыма и также незаконные аресты людей, которые не хотят служить в российской армии, не только запугивают местных жителей, но также говорит о грубых нарушениях прав человека, включая прав коренных народов. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом агрессии России. Польша постоянно поднимает вопрос о преследовании крымских татар и нарушении их прав на международных платформах. Все еще нужно очень много работы для того, чтобы голос крымских татар был услышан, а их права были защищены. Для этого международное сообщество должно объединяться, о чем правильно сказал в рамках своего выступления господин Плотников. Спасибо за слово. Спасибо за поддержку Польши, спасибо за ваше выступление, спасибо, что вы поддерживаете Украину и крымских татар. У нас также есть представитель постоянного представительства Латвии, господин Андрей Спридагович. И сейчас я смогу предоставить вам слово. Доброе утро и добрый день всем. Я надеюсь, что вы меня слышите. Прежде всего, я бы хотел поблагодарить всех выступающих, включая господина Рифата Чубарова, за очень важную информацию касательно ухудшающейся ситуации в Крыму, о которой вы сообщили. И я думаю, что данная платформа — это та платформа, где вас должны услышать. Я бы хотела воспользоваться возможностью для того, чтобы подчеркнуть, что Латвия остается с Украиной и поддерживает Украину в обеспечении суверенитета и территориальной целостности, включая оккупированную территорию Крыма. Продолжаются репрессии, незаконное задержание на территории Крыма.
И крымские татары, также другие коренные народы являются целью Российской Федерации. Мы считаем, что должны быть остановлены все эти репрессии, все случаи нарушения прав человека должны тщательно расследоваться. И необходимо использовать всех экспертов, всех наблюдателей, для того, чтобы они смогли все-таки попасть на территорию Крыма. Также мы обеспокоены демографическими изменениями, которые обеспечивает Российская Федерация, и мы знаем в балтийских странах, как это происходит из нашего прошлого. Также ограничения прав, ограничения перемещения и незаконный призыв в ряды российской армии нарушают международное право. Милитаризация Крымского полуострова угрожает безопасности в Черноморском бассейне. И также это негативно влияет на гуманитарную экологическую ситуацию. Резолюция о милитаризации Крыма ООН должна полностью имплементироваться. Мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем международное право, и об этом также свидетельствует решение Международного суда, и мы будем продолжать поддерживать Украину и не признавать действия России. Мы также поддерживаем инициативу Украины в учреждении Крымской платформы. Латвия примет в ней участие. Большое спасибо за эту очень важную встречу и важные доклады. Спасибо, господин Пилдегович. Большое спасибо, что Латвия поддерживает Украину. И у нас происходит параллельное мероприятие в рамках форума по вопросам коренных народов. Я бы хотела предоставить слово представителям коренных народов со всего мира. Возможно, у них есть комментарии либо вопросы. Вы также можете поднять руку, используя функцию Zoom. Если я увижу вашу руку, я сразу же передам вам слово. Я вижу, что руку поднял Тай Пелли. И сейчас я предоставлю вам возможность выступить. Пожалуйста, включите ваш микрофон и вашу камеру. Приветствую всех. Всегда с удовольствием демонстрирую солидарность крымско-татарскому народу. В особенности я всегда рада поддержать своего брата Искандера. Сегодняшние доклады действительно открывают глаза на ситуацию в Крыму. И также мы видим, что есть определенные международные инструменты, есть цель устойчивого развития 16, и те проблемы, которые существуют на местах, действительно это впечатляет. И очень важно использовать правильную терминологию. И мы также должны, наверное, использовать термин «экологическое насилие», потому что это то, что я сегодня увидела. Мы видим, как нарушаются права людей, как нарушаются права коренных народов. И такого рода презентации, такого рода доклады должны не только иметь место в пространстве ООН, но и на других платформах для того, чтобы все коренные народы мира поддерживали вас и действительно знали о том, что происходит в Крыму. Это мой комментарий. Большое вам спасибо еще раз. Я полностью поддерживаю наши братские народы. И большое спасибо также нашим братьям, господину Бариеву, за то, что вы рассказали, что действительно происходит с ситуацией в Крыму. И вам привет от Карибской Федерации.
Да, действительно, одной из целью этого мероприятия — это продемонстрировать солидарность в отношении крымских татар, в отношении Украины. И сейчас я бы хотела передать слово своей бывшему коллеге, госпоже Мэриам Волет Бабакрин, которая была председателем форума по правам коренных народов. Сейчас вы должны получить слово, возможность выступить и включить камеру. Вы меня слышите? Да. Да, хорошо. Доброе утро. Я поддерживаю слова своей сестры, которая выступала до меня. И я бы хотела поблагодарить всех вас за то, что вы рассказали о ситуации и о проблемах коренных народов, их правах в Украине. Я действительно очень много узнала, и несмотря на то, что я всегда с интересом слушала доклады всех делегатов из Украины, да, я бы хотела еще раз выразить свое восхищение Украиной за то, что она подписала документы, за то, что Украина старается поддерживать и соблюдать права коренных народов, наших братьев и сестер. И действительно, также данный форум — это возможность поделиться вашими проблемами и возможность для нас продемонстрировать нашу солидарность, потому что сейчас мы не можем молчать о существующих проблемах. Мы должны говорить о том, через что нам приходится проходить. И также у нас есть сила солидарности. И именно солидарность объединяет наши голоса в мире. Благодаря этому нас никто не забывает, мы чувствуем поддержку друг друга, мы чувствуем силу, которую мы получаем, и можем бороться за соблюдение наших прав. И, как уже говорилось, это не только касается традиционных прав человека, потому что сегодня мы услышали, мы увидели ролик, отрывок документального фильма, который рассказывает об экологических проблемах, что также является нарушением жизни, нарушением природной системы людей, нарушением также прав людей, которые живут в рамках этой экологической системы. Если вам нужна наша поддержка, мы здесь, мы можем объединять наши усилия для того, чтобы соблюдались все права коренных народов. Большое спасибо вам. Большое спасибо, Мэриам, за то, что вы выразили солидарность, и за то, что вы подчеркнули важность экологической катастрофы, которая сейчас наблюдается в Крыму, что это влияет также и на жителей Крыма. И сейчас мы уже исчерпали наше время, но я бы предложил задержаться на 10-15 минут, чтобы все смогли выступить, кто хотел бы это сделать. И сейчас я бы хотел передать слово Саре Хэнсон. Вы сейчас сможете выступить в рамках панели.
There is a typo on the name there. My name is actually Nipui Kaknusit. Тут на самом деле написано не мое имя, я явно не Сара. Я бы хотел извиниться, потому что я не должна была сегодня выступать моя коллега, но у нас тут возникли некоторые проблемы. Я представляю коренные народы Канады. Я бы хотел сказать, что я выступаю с территории Виктория и выступаю от лица народа, проживающего на этой территории. И также от лица коренных народов Канады я бы хотел сказать, что мы знаем о проблеме крымских татар и что мы солидарны с нашими братьями и сестрами этого народа, и что мы делаем все возможное, чтобы помочь вам. Да, мы еще молоды, мы представляем, в общем-то, молодежь, но мы с радостью поможем вам, мы с радостью бы хотели установить контакты с официальными представителями Украины, чтобы понять, каким образом мы можем это сделать. И я бы хотела поблагодарить, что вы даете возможность сегодня выступить нам. Многие здесь, в Канаде, не знают полностью о ситуации в Крыму. И сейчас мы получили необходимую информацию, и используя эту информацию, мы будем стараться помогать нашим братьям и сестрам в Крыму. Спасибо. Большое спасибо за то, что вы выражаете свою солидарность. И, пожалуйста, напишите в чате ваше имя, чтобы мы смогли его добавить в список контактов. И сейчас у нас еще один человек, который поднял руку, но это будет не последующий выступающий сегодня. Это Билги Кочегит. Извините, если я неправильно называю ваше имя. Сейчас я вам предоставлю слово. Добрый день. Мы вас можем слышать. Так, доброе утро всем. Большое спасибо за ваши доклады. Я знаю, что у нас не так много времени, я буду выступать кратко. Я бы хотела просто поддержать всех предыдущих выступающих и сказать, что мы выражаем солидарность крымских татар, и мы обеспокоены ситуацией, которая сейчас происходит на полуострове. И для Турции крымские татары — это ключевой момент. У нас проживает 3 миллиона жителей, которые являются последователями крымских татар. И мы также принимаем соответствующие резолюции касательно данного вопроса. Мы будем продолжать нашу деятельность, мы будем продолжать поддерживать коренные народы Крыма в их оправданном желании жить свободно и безопасно на своей родине. Мы будем также поддерживать все усилия, направленные на освобождение политических заключений и заключенных, и мы также будем продолжать демонстрировать солидарность нашим братьям и сестрам крымско-татарского народа, насколько это возможно. Большое спасибо, что дали мне возможность выступить. Большое спасибо, что вы выступили от лица Турции. Сейчас я бы хотела представить легендарного человека, национального лидера крымских татар, человека, который обладает большим количеством наград за свою деятельность, человека, который выступает за права своего народа, господин Мустафа Джемилев. I think we are not hearing you very well. Мы плохо вас слышим. Я не знаю, как остальные, но мы не слышим, к сожалению, господина Мустафа Джемилева. Не слышно. Пожалуйста, говорите.
очень слабо. К сожалению, не слышно, Эрол. Подумай там, что там надо сделать. Включите звук на... Звук включен, но почему-то нет. А сейчас как? Да, сейчас хорошо. Да. Многоуважаемые участники 20-й сессии форума ООН по проблемам коренных народов, я сердечно приветствую вас. Мне особенно приятно сейчас здесь видеть господина Оливера Лоде. Пользуясь случаем, я хотел бы признательность вам свою выразить за все, что вы делали для крымско-татарского народа, особенно за ваше содействие в разработке стратегии крымско-татарской дипломатии, которая очень способствовала расширению информации о том, что творится в оккупированном Крыму. Как известно, в мире около 400 миллионов коренных народов, которые на своих землях в силу разных исторических обстоятельств оказались в численном меньшинстве. Но ситуация этих коренных народов в различных странах разная. Если, скажем, в Канаде, в скандинавских странах, балтийских странах, там всемирно оказывается содействие развитию коренных народов, сохранение их идентичности, поддержание их самоорганизованных парламентов, организаций, то в отношении коренного народа ситуация совершенно иная. Мы на своей земле оказались в меньшинстве в результате политики геноцида, массовых депортаций как Российской империи, советской власти, а сейчас в Крыму идет настоящая война против коренного народа за уничтожение их национальной идентичности, за их приверженность к принципам демократии, свободы слова. Российская империя, Российская Федерация сейчас Крымский полуостров пытается превратить, как они выражаются, непотопляемый авианосец, мощную военную базу, которая, я уверен, представляет угрозу не только Украине, но и вообще всему человечеству. О грубейших нарушениях прав человека здесь достаточно много говорилось. Я очень признателен руководителю Крымско-татарского ресурсного центра, который отслеживает все, что там происходит в оккупированном Крыму и доводит это до мирового сообщества. Мы благодарны всем международным организациям, которые выражают свою поддержку, солидарность с нашим народом. За эти годы, за 7 лет оккупации Крыма, практически все международные солидные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, ОБСЕ и многие другие организации выражали свою позицию, высказывали свою позицию по поводу грубейших нарушений прав человека, но эти нарушения продолжаются и, видимо, будут продолжаться. Россия – тоталитарная страна, авторитарная, которая жестко преследует даже с применением химического оружия против своих оппонентов в самой России. Конечно же, еще хуже обращается с теми людьми, которые находятся в оккупированной территории. Но, тем не менее, я хочу сказать, что если бы вот этих многочисленных заявлений, будь то международных организаций и отдельных стран, в том числе, скажем, Турецкой Республики, которая почти на все нарушения прав человека делает свои заявления, мы им тоже очень благодарны. Если бы не было вот этих постоянных заявлений, протеста, наверное, размеры преследований, репрессий, грубейших нарушений прав человека в Крыму были бы еще хуже. Я в этой связи, конечно, выражаю признательность всем. Я не думаю, что когда-либо, если будет продолжаться оккупация, будут как-то уважаться права коренного народа.
Россия сейчас делает все для того, чтобы, как я уже говорил, превратить Крым в мощную военную базу. И там нужны люди, которые во всем поддерживают Российскую Федерацию в их этих имперских устремлениях. Крымские татары никак не вписываются в их сценарий, поэтому они делают все для того, чтобы их вытеснить. На сегодняшний день, по разным оценкам, оккупированный полуостров покинули около 30 тысяч крымских татар, преимущественно они переселились в материковую часть Украины. В абсолютном выражении 30 тысяч, может быть, это не очень много, но это примерно 10% крымско-татарского населения полуострова. И, к сожалению, этот процесс продолжается, несмотря на все обращения Меджлиса крымско-татарского народа к своим соотечественникам с призывом не покидать свой Крым, ибо оккупация – это временная, но люди опасаются за своих детей. Они говорят, и на полном они правы в том, вы же не можете гарантировать, что завтра мой сын не будет арестован, похищен или убит, и поэтому они все же переселяются. Одновременно они ведут массовое переселение своих граждан на территорию полуострова. Создается такое впечатление, что как будто бы России не хватает своей земли, это 17 миллионов квадратных километров, и они спешно стараются заселить вот захваченный полуостров. По официальной российской статистике, которая, как правило, лжет, конечно, они говорят, что переселили за 7 лет якобы 215 тысяч своих граждан. Но наши подсчеты как минимум показывают около 600 тысяч. Но варьируется от 600 тысяч до 1 миллиона. И перспектив улучшения ситуации с правами человека мы не видим. И единственный путь – это способствовать всеми способами деоккупации Крыма. Как известно, платформы какой-то, переговорной площадки по поводу деоккупации, по поводу выполнения резолюции ООН от 27 марта 2014 года о немедленной выводе своих войск из оккупированной территории Российской Федерации полностью игнорируется, как игнорируются и многие другие решения, резолюции международных организаций. Тем не менее, с оккупацией, конечно, никогда не примирится ни коренной народ Крыма, ни государство Украины, ни международное сообщество. Другой вопрос, что делать в этой ситуации. Военный путь нами исключается, по крайней мере, пока не исчерпаны все дипломатические методы. И в плане, вот в этом, как раз в этом году мы намечаем шаги по реализации плана к созданию переговорной площадки, так называемой Крымской платформы. Крымская платформа состоит из нескольких ступеней. Это на высшем уровне саммит, который мы определили, это должно быть 23 августа этого года. Уровень международных организаций, парламентский уровень, а также уровень экспертов. Мы просили бы также вашего содействия, форума по коренным народам, обратиться ко всем парламентам стран с просьбой, чтобы было предоставлено представителям Украины выступить в их парламенте с разъяснением ситуации в оккупированном Крыму и по поводу Крымской платформы. Я надеюсь, что это будет значительным шагом в процессе деоккупации. Я признателен всем странам, которые до сегодняшнего дня не признают и не собираются признавать оккупацию. Особенно выражаю признательность тем странам, которые наложили очень серьезные санкции против страны-агрессора. Я очень надеюсь, что эти санкции в конечном счете приведут к деоккупации Крыма и восстановлению территориальной целостности Украины. Я желаю успеха всем участникам 20-й сессии Форума коренных народов. Благодарю за предоставленное мне слово. Thank you, Mr. Jamila, for your words. Большое спасибо, господин Джамилев, за ваши слова, за вашу мудрость. И мы подходим к завершению данного
мероприятия. Я бы хотел подчеркнуть, что темой данного форума является цель устойчивого развития 16, которая говорит о мире, справедливости. И, конечно же, в Крыму об этом говорить не приходится. И нет возможности полностью реализовывать права коренных народов, крымских татар, крымчаков, караимов. Со своей стороны, я бы хотел призвать всех делать все возможное для того, чтобы в конечном итоге крымские татары смогли все-таки воспользоваться своими правами на территории своей родины. Это в интересах всего мира. Большое спасибо всем выступающим, всем докладчикам. Большое спасибо нашему переводчику и увидимся с вами в следующий раз. До свидания. Thank you very much. Большое всем спасибо.